В 2019 году Национальная библиотека Республики Саха-Якутия получила в дар от ученого-этнолога с мировым именем, доктора этнологии, почетного директора Кёльнского института этнологии, автора уникальной монографии «Орнаментальное искусство якутов» Уллы Павловны Йоханссон в дар личную библиотеку. Чтобы осветить это значимое событие, 10 февраля 2020 года в стенах исторического здания Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия организована выставка «Просмотр» дарственной коллекции Уллы Павловны Йоханссон. Уникальная личная коллекция Уллы Павловны – это своеобразный культурный код, который мы должны разгадать. Но разгадать будет очень сложно, потому что это человек с интересной судьбой, с мощным научным наследием. Это библиотека, которая составляет более 4000. Это целая история нескольких поколений семьи Йоханссон. Начинается с отца Уллы Павловны, который был профессором Гамбургского университета, и дяди, который работал профессором в Томском университете в России. И именно дядя познакомил Уллу Павловну с историей Сибири, и она влюбилась, можно сказать, в этот неизвестный край и посвятила свою жизнь как раз изучению истории культуры народов Сибири. Мы гордимся, что Улла Павловна в 2018 году получила золотую медаль Русского географического общества, и медаль вручал сам наш президент Владимир Владимирович Путин. Эту презентацию мы приурочили к юбилею нашей Аизы Петровны Решетниковой. Потому что в Якутии имя Уллы Йоханссон связано только с Аизой Петровной. Потому что их связывает уже более 30-летняя творческая, научная, ну и просто человеческая дружба. Улла Павловна с большим волнением вспоминает две поездки к нам в Якутию. Она болеет душой за именно развитие, научное, культурное развитие Республики Саха-Якутия. Немножко хочу остановиться на истории приобретения этой уникальной коллекции. Конечно же, это связано с именем Аизы Петровны. Когда исполнилось 90 лет нашей Улле Павловне, Аиза Петровна, ей пришло в голову мечта, да, одеть Уллу Павловну в якутский костюм и илинке-бихер. Надо было, конечно, довести эту красоту до Кёльна, и здесь помогли наши, илинке-бихер, илинке-бихер только, да. И здесь помогли наши земляки, которые проживают в Германии. Это Мария Шишигина Палсон. И на тот момент у нее в гостях оказалась ее мама Гера Афанасьевна Шишигина. Они вручили подарок от общественности Республики Саха-Якутия и были удивлены богатейшей ее библиотекой. И, конечно же, стали рассматривать книги, смотреть. И оказалось, что у нее в коллекции есть книги нашего Гаврила Васильевича Ксенофонтова, историка Попова Андрея Александровича Попова. И, естественно, Аиза Петровна, Улла Павловна предложила увезти 11 книг на родину.
И Вера Афанасьевна привезла эти 11 книг, ну, правда, одну книгу с подписью Гаврила Васильевича передали в музей в Хангаласском Мусе и в городе Покров, нет, и 10 книг получила Национальная библиотека. И у нас сразу, так как Национальная библиотека, вы знаете, уже более 50 лет собирает частные библиотеки историков, североведов. В основе этих коллекций первая подарочная коллекция Глафиры Макаревны Василевич, вы знаете, да? И Аиза Петровна сразу же взялась за это дело, позвонила Уле Павловне в Кёльн. Мы в течение 2 вечеров вели по громкой связью разговор. И Ула Павловна, я здесь должна признаться, она сказала такие слова: Аиза Петровна, это шикарное предложение. Я хочу, чтобы моя библиотека была под твоим началом в Музее музыки и фольклора народов Якутии. Нет, ну у нас же нет издания, ничего нет. И Аиза Петровна достойно выдержала это предложение и сказала: Улла Павловна, я думаю, что в Якутии ваша библиотека должна быть только в Национальной библиотеке Республики Саха-Якутия. Хочу закончить свое выступление словами Уллы Павловны, которые она написала в дарственном письме Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Моя главная цель – способствовать развитию Якутска как одного из мировых центров науки и искусства. Это значит, что мои книги не уйдут в другие библиотеки России и не будут проданы. Для меня будет огромной честью, что моя библиотека будет служить становлению все новых поколений ученых, моих опосредованных учеников. Мы встретились с Уллой Павловной в Сеуле на конференции по шаманизму в 1991 году. Мы туда поехали, чтобы пригласить вот ученых, присутствующих на той конференции, на первую конференцию нашего маленького музея, который замахнулся на такую тему, как шаманизм как религия, генезис, реконструкции, традиции, потому что у нас был очень сильный научный комитет из ученых университета и нашего института исследовательского. И вот Анатолий Геннадьевич Гоголев эту вот формулировку шаманизм как религия, генезис, реконструкции, традиции предложил наш незабвенный Платон Алексеевич, который представлялся так: Платон Алексеевич Слепцов, который не аюнский. И вот, значит, удивительно все это прошло. Приехали прямо из 40 университетов мира, мы там уже и не считали. Мы создали фонд благотворительный, потому что вообще поддержки никакой не было. Вот только вот наша замминистра Зарькова вот нам помогала, и вот Александр Жирков. Вот эти люди, которые как-то понимали, что вот очень трудно без финансирования такие конференции проводить. И вот наши бизнесмены, кстати, новые якуты, новые русские, они вот приходили к нам в музей и, значит, проводили очень интересное время, и люди уходили ошарашенные. Какая музыкальная система была у этих предков, якутов там, и так далее. И вот, значит, и Улла Павловна не могла приехать на 92-й год, но зато здесь съехались невиданное количество профессуры из, я не знаю, сколько там, из 40, более чем 40 стран мира. И вот в Сеуле я подумала, когда Нора сказала, Элеонора Афанасьевна Новгородова, дочь Афанасия Новгородова, который работал в литературном институте в Москве, она, значит, сказала: Аиза, познакомься, это Ула Йоханссон, та, которая написала «Орнаментальное искусство якутов». А тут я совершенно была ошарашена. Первая мысль была:
как, она еще жива? Но вслух сказала: Ула, вы для нас живой пластик. Все-таки вот есть вот какое-то самообладание. Но она такая, как пачка. Значит, потом я ей рассказала весь ход своих мыслей. И первое, что она сказала здесь, на пресс-конференции, вот в том доме, где он сейчас находится, первое, что мне сказала Алиса: как? Вы еще живы? Тут я встала и сказала: неправда. Это я вам потом рассказала, но вслух я сказала другие слова. И вот вообще поездка, вот так вот первая встреча с Якутией была фантастической, потому что весь народ, вот здесь сидят и те журналисты, которые освещали вот ее ту первую поездку, как она рассказывала откровенно, что она вышла замуж в 79 лет, там, и вообще всякие подробности о своей жизни. И вот Кюнея Ремеева и другие журналисты так замечательно рассказали об этом, что мы ее включили, эти все статьи мы включили в наше второе издание книги «Орнаментальное искусство якутов». И вот дальше, значит, она поехала в Хангаласский вуз, она даже не поверила, когда прочитала вот в программе «Якутия приветствует», неделя «Якутия приветствует» Улу Йоханссон, вот поездка вот в Улус, родной Улус, репрессированного Гаврила Васильевича Ксенофонтова. Это была мечта, ее свершилась. Все-таки он действительно очень известный в Европе, один из самых выдающихся наших этнографов, чьи труды переведены. Она просто не поверила этому счастью. И вот мы были там целый день и на вертолете. Слава Владимиру Романовичу Кышкину, который так встречал ее, до этого встречались в Ганновере, которой она приехала специально на концерт наш с Альбиной Борисовой. И, значит, она, и там состоялся первый разговор, она привезла такие таблицы, которые опубликованы в книге. Она сама лично рисовала эти таблицы сравнительные, вот вариации одного орнамента, другого. И вот она привезла все это, и мы начали при нем разговаривать, и он очень подключился к этому проекту. И действительно, вот один из тиражей вот вышел 500 экземпляров с его помощью. И все помогали, в принципе, да, но кроме Министерства культуры, ладно. Ну вот, свои трудности, у каждого свои заморочки. И вот, значит, и потом в Венгрии, еще очень хорошее дело мы сделали, когда на вступительные взносы иностранных товарищей мы собрали взнос по $200, да, и такой фонд благотворительный создали. Наши ученые почему не ездили на зарубежные конференции? Потому что не было вступительного взноса $200. Откуда нам вообще эти деньги не видели в глаза, что называется? И вот мы стали раздавать ученым, и вот в течение, наверное, лет 4 мы раздавали их, чтобы наши ученые принимали участие в международных конференциях. То есть вся эта конференция какая-то, она, вот шаманизм 92 года очень много дало. Вот, а вот Тайгон Ким, который вот был нашим хозяином в Сеуле, он приехал с бизнесменами корейскими. Я должна была водить в дома правительства, ну, в общем, и другие тоже. И вот они, и при нас вот возникла мысль о создании здесь сахакорейской школы. И после, значит, уже приезжали бизнесмены с этими учебниками и так далее. И вот так возникла эта сахакорейская школа, после которой возник и корейский факультет, да, и поехали, значит, наши студенты учиться в Корее. То есть очень много интересного было, вот, связанное вот с этими связями. Ну, а мы, конечно же, с Улой Павловной стали мечтать о конференции, мы стали мечтать об издании вот орнаментального искусства якутов на русском языке. И, конечно же, наш замечательный немецкий факультет нам подарил Светлану Иннокентьевну Петрову, которая перевела эту книгу. И в дальнейшем потребовалась, конечно же, редактура. Вот. И Лена Сергеевна Новик,
профессор МГУ посоветовала нам обратиться к Марии Ахметовой. Она и этнограф, она и знает язык, так что даже думать, видимо, жила в Германии. И вот то, что вы сейчас имеете на руках, вот это то стилистически выведенное. Вот каждый ученый, конечно, так пишет, чтобы, ну, как-то, ну, перед коллегами надо выглядеть всегда очень интересным, во всяком случае. И вот, значит, этот блеск приобрела наше издание, приобрело этот блеск. И, то есть, вот дальше все как в сказке. И вот эта вот неделя, когда мы готовили фольклорный концерт, где говорили о параллелях между якутским фольклором и германо-скандинавским эпосом. Там у нас полет валькирии, значит, и тут же у нас, значит, девы-богатырки, которые летают на бубнах. То есть это удивительно было все вспоминать об этом. И вот она приехала во второй раз, в 2012 году, вот, чтобы продолжить эту сказку, на второй тираж приехала, и вот тут с ее стороны поступило следующее предложение. В декабре раздался звонок. Я, конечно, очень, ну, у меня отвратительный телефон, ну, и тогда еще такой телефон был, и, значит, она там кричит мне в трубку: Алиса, мы с мужем решили внести крупный вклад в ДААД. Что? Давайте академиша Раустаушниес, потом уже выяснилось, чтобы только для молодых ученых Якутии, которые изучают вот культуру и языки Якутии, народов Якутии, была стипендиум Ула Йоханссон вот в этом ДААД. Чтобы даже после моей смерти, значит, вот это продолжалось. Вот, и с тех пор действительно, с 2013 года ежегодно вот наши молодые ученые, сначала ниже кандидата наук, сейчас уже и магистры едут туда, значит, вот. И они едут в любые избранные ими институты Германии на стажировки, и вот ежегодно 9 тысяч евро хватает на полгода проживания и, значит, вот, в Германии, и еще 2 месяца дается тоже бесплатно за счет этих средств для обучения немецкому языку. Я вам всем желаю, значит, не стесняться, обращаться в зарубежный отдел нашего Северо-Восточного федерального университета, чтобы ознакомиться с условиями стажировки и побывать на них. Вот, и, значит, конечно же, вот эти 2 бессмертных поступка Улы, ну, просто слов нет высказать свои восторги, и вообще вот любовь человека к предмету своего исследования вот проявилась вот таким образом любовью к народу его и желанием участвовать, так сказать, вот в его развитии. И потом она, значит, вдруг она вот заявила о том, что я хочу передать твоему музею твою библиотеку. Я говорю, у нас не здание, у нас ну ничего нет, и хранилище тем более. Единственное место с остальной комнатой есть только в Национальной библиотеке нашей республики. И побежала за Ангелиной Васильевной, и начали потом уже переговариваться с ней. И вот наконец свершилось. Господи, и специально даже вот железную дорогу подвели. И вот все это, 72 ящиков прибыло. И вот все мы собрались в этом зале. Это невероятное стечение всех обстоятельств. И сегодня здесь сидят все те, которые участвовали во всех этих акциях вокруг творчества Улы Йоханссон. И вот я очень рада вас всех приветствовать недаром в зале имени Крафта. Вот, у нас была еще выставка при ней, ученые Германии о Якутии, нет, немецкие ученые о Якутии. И вот, значит, и пели дети сахо-немецкой школы особые на немецком языке, таюки на немецком языке, вот в этом зале, и она была совершенно потрясающая. Мы следим за путешествием этой коллекции уже достаточно давно, с тех пор, когда Раиса Петровна озвучила об этом сообщении Ула Йоханссон. Мы уже успели у нее
музее в октябре, по-моему, да, в октябре месяце провести первую презентацию, где Раиса Петровна и сообщила, что эта коллекция передается в нашу национальную библиотеку, ибо действительно библиотека – это настоящее хранилище, в котором и достойно должно находиться вот эта библиотека Уллы Йоханссон. Музей Раисы Петровны, она могла как-то оформить временную аренду, потом, когда у него будет свое здание, вот, да, забрать обратно вот свою изначальную собственность и разместить его там. Но она поступила очень патриотично, очень мудро и грамотно, и, в общем-то, библиотека Уллы Христиан Йоханссон, она вот нашла, видимо, свое такое вечное пристанище. Это знаковое, крупное событие. Вообще, наша библиотека, Национальная библиотека, становится одним из таких известных хранилищ книжного фонда нашей страны. Здесь хранятся уже известные коллекции, которые имеют известность не только в Российской Федерации, но и за его пределами. И здесь знаменитая коллекция Глафиры Макарьевны Васильевич, посвященная прежде всего изучению. Она выдающийся историк, этнограф. Вот, она всю жизнь изучала историю, этнологию коренных народов, прежде всего тунгусо-манчжурских. Вот это вот громадная такая большая коллекция. Чумер Иванович Таксами оставил тоже очень памятную коллекцию, тоже в дар нашей библиотеки. Клара Новикова, вот, ну и так далее, и так далее. И как бы создается впечатление, что в нашей библиотеке в основном труды тех, кто изучал коренные и малочисленные народы Севера. Но это, в общем-то, не так. Здесь находятся достаточно обширные коллекции, охватывающие многие народы, в том числе и народы Якутии. В целом, также и другие народы нашей страны. И вот подтверждение этого коллекция Уллы Йоханссон. Это 4000 томов. Когда сказали, что груз подходит, первая моя мысль была, как эти бедные библиотекари наши весь этот груз там где-то встретят зимой, большие морозы. Оказывается, сейчас система очень такая налаженная. Они его подняли вплоть до 2-го этажа. И вот Светлане и его команде оставалось только его как-то достойно разместить. Вот. Вообще, вклад от немецких ученых я бы хотел еще раз отметить. Вот изучение народов Якутии, это выдающийся вклад. Начиная хотя бы от того, что первый якутский алфавит и первые опубликованные на якутском языке произведения и сразу переведенные на немецкий язык, это произведения, рассказы Уаровского. Это середина 19 века, 1847-52 годы, на основе которого тоже немецкий по происхождению ученый Отто Бютлин составил алфавит и классическую книгу языка якутов, который до сих пор считается таким непревзойденным, крупным вкладом в изучение тюркологии, мировой тюркологии. Вот.
что, ну, Миллер, Гемелин, Страженберг и так далее, эти фамилии, Разлов, любые вот из этих исследований, они так или иначе касались и истории нашего народа, его происхождения и так далее. Я бы хотел еще отметить такой момент. В 1954 году была издана эта книга. Это более 60 лет тому назад. И тогда уже Уlla Йоханссон отметила, что в орнаментальном искусстве Якутии сильно заметное вкрапление другой культуры. Вот. Влияние уже есть. Вот прежде всего русского орнаментального искусства. Вот это уже в тех изделиях, которые он уже заметил в музеях Германии, это он брал в основном документы, материалы, которые попали в Германию где-то до военный период. Это конец 19-го, начало 20 веков. И уже тогда, вот 2 столетия практически, чуть меньше назад, уже тогда она отметила взглядом исследователя, что уже заметно вот это влияние. Вот на каком сейчас уровне вот этого взаимовлияния находится якутское орнаментальное искусство, можно судить по тем тоже замечаниям, которые она сделала, когда видела вот эти орнаменты 50 лет назад. И вот когда последний раз, когда она знакомилась уже с дарственными чаронами, она не перестает делать эти замечания. Это очень стоит на это обратить очень большое внимание, особенно тем, кто профессионально занимается. Действительно, сегодня присутствие говорившего этого слова на эпохальном событии. Сегодня наши все руководители министерства выехали на отчет, поэтому мне посчастливилось сегодня присутствовать и представлять Министерство культуры и духовного развития мероприятия. Действительно, это такое знаковое мероприятие не только, наверное, в библиотечном деле, для музееведения, но и для всей культуры республики в целом. И отрадно сегодня, конечно, узнавать о том, что очень большую роль, скажем так, главную роль в этом сыграла Раиса Петровна Решетникова. Думаю, сегодняшнему поколению и поколениям в будущем наших якутян еще предстоит переосмыслить то, что сегодня у нас происходит. Такая действительно уникальная коллекция передана в дар всем якутянам, я не буду говорить нашей национальной библиотеке, все якутяне будут приобщены в будущем, как и в настоящем. И, конечно, это событие, оно без сомнения повлияет на духовное развитие нашей республики. Хочу от имени Министерства культуры и духовного развития выразить большое слова благодарности Раисе Петровне, сказать спасибо за вашу подвижническую деятельность и пожелать в этот день дальнейших творческих успехов, потому что мы знаем, что вы всегда в себе, как говорится, инициировали и инициируете всякие различные творческие проекты, и надеемся, что сегодняшнее мероприятие будет далеко не последним поводом для того, чтобы еще раз собраться и чтобы еще раз ваши успехи, вашу подвижническую деятельность отметить. Спасибо. Уважаемые друзья, хочется задать такой вопрос, который наверняка возник сейчас в головах у каждого. За что? За что мы заслужили любовь такого великого, гениального, мирового ученого? За что мы прошли по краешку ее судьбы? За что мы впервые стали, темой ее исследования, с которым она блестяще вступила в научный мир?
орнаментальное искусство якутов в далеком 1953 году. Я хочу рассказать о том, что поступившая сюда коллекция с пылу с жару буквально в конце предыдущего месяца в январе, значит, в количестве 70 коробок, представляет собой уникальнейшее собрание, междисциплинарное. И то, что здесь находятся книги, которые датируются свежими датами 2008, 2012, 2014 годами, показывают наглядно и воочию то, что владелец находится в хорошей такой научной такой форме, активно работающий, не потерявший интерес своей научно-основной деятельности. И, конечно же, коллекция сама представлена в количестве 440 книг, 147 журналов. И представлены здесь самые разные языки: немецкий, тюркский, английский язык и многие другие, поскольку Ула выросла вообще в политехническом языковом пространстве с детства. С родителями она говорила на немецком языке, с дедушкой, с бабушкой она говорила на датском языке, значит, со своими знакомыми в Эстонии она говорила на эстонском языке. И потом уже, когда стала студентом, вошла вообще в научный мир, тоже углубляла свои, значит, знания по языкам. Поэтому не удивляйтесь, здесь очень много книг на иностранных языках. В основу ее, значит, коллекции легли собрание ее отца Павла Йоханссона и собрание ее легендарного тоже в области науки дяди Ганса Христиана Йоханссона, который профессионально был орнитологом. Он также, вот об этом говорила Светлана Васильевна, передал любовь значит, и уважение, значит, к Сибири, поскольку он сам самолично, проявив инициативу в 20-е годы 20 века, предложил свою кандидатуру и в качестве иностранного специалиста по орнитологии приехал к нам в Сибирь для того, чтобы стать членом якутской экспедиции. Но, к сожалению, значит, экспедиция не имела штата орнитолога, и в этом ему было отказано. Надо сказать, что он в 1937 году был назначен, значит, заведующим кафедры позвоночных Томского государственного университета. Самолично был знаком с Виталием Бианки, очень известным писателем, значит, натуралистом, мы с вами прекрасно знаем это его имя. И здесь в коллекции тоже мы найдем несколько названий книг Василия Бианки, Виталия Бианки, которые вот как раз получаются частью коллекции его дяди. И также надо сказать, что вот эти все широкие жесты души характерны вообще их роду, потому что вот, тот же самый Ганс Христиан Йоханссон в последующем на закате, на скупине своих лет также отправил свои труды в Томск со словами о том, что сибирские книги должны вернуться в Сибирь. И также он, как душа, совсем не обремененная, значит, заботами о всевозможных материальных благах, он свой личный участок, дом передал Копенгагенскому университету, и сейчас там находится биологическая станция. Поэтому все вот эти красивые жесты вот, ее семьи, значит, вот как раз являются как раз таким свидетельством того, что вот нам действительно необычайно повезло, и эта история так красиво закольцевалась. И, конечно же, это все через призму полнейшего авторитета и доверия Аизы Петровны Решетниковой. Вот принято вот такое, как она сказала, ваше предложение, Аиза Петровна, гениальное, да, что я передаю вот библиотеку Якутии, да, национальной библиотеки. А еще вот самое интересное, ее дядя, значит, его командорские дневники послужили, значит, вот в основу легли повести «Страна зверей», значит, Бианки, получается так. И вообще вот эта тема учителя, тема ученичества, вот когда даже она передавала вот эту самую библиотеку общественности Якутии, она же там так и говорит о том, что вот я желаю, чтобы вот все больше обучалось новое поколение, мои опосредованные ученики. Эта тема была очень важна является очень важной для Улы Йоханссон. И ее интерес, вообще, говоря,
таким субарктическим территориям полярным, да, даже вот очень ярко и наглядно характеризует то, что вот ее первый учитель в науке, это был, значит, очень известный директор Гамбургского музея, специалист по этнологии Центральной Америки. И все его ученики, как правило, были американистами. Но из них, из этой всей плеяды, она больше интерес, конечно, совсем другие территории увлекали и волновали. И даже ярким примером является того, что в музейной библиотеке самая первая книга, которую она взяла, это была «Жизнь эскимосов» Фритьёфа Нансена, да? И вот надо сказать, что это было практически неизбежно в ее судьбе, то что именно якутские узоры увлекли ее красотой, и она выбрала в качестве темы вот этот очень уникальный, самобытный, очень интересный народ. И ни разу здесь, получается, не побывав и в глаза не увидев, как говорит Раиса Петровна, адресата своей полета научной мысли, она вот неопровержимо доказала, да, южное происхождение нашего народа, тем самым углубив нашу такую интересную, значит, прародину, да, тех самых книг, которые вот вы сейчас, это тоже беспрецедентно для Национальной библиотеки, потому что впервые, вот посмотрев всю эту красоту, мы, как истинные библиотечные души, просто не могли себе не позволить, потому что, поскольку эта коллекция достаточно такая сложная будет в обработке, очень долго она будет идти до читателя, мы даем вам такую фору, даем вам такую прекрасную возможность в течение 2 недель, до 23 февраля, приходить сюда в открытом режиме, в режиме здания нашего учреждения с понедельника по пятницу с 10 часов до 18 часов, прийти и познакомиться, побродить по вот этим выставкам и стеллажам, познакомиться с очень интересными такими, значит, книгами, которые находятся и в открытом доступе, и находятся под витринами. И под витринами, конечно же, у нас находятся очень ценные книги, и одной из таких ярких жемчужин, презентацию которой прямо одной книги мы проводили вот еще в прошлом году. Это, конечно же, книга Страленберга 1730 года «Северная и восточная часть Европы и Азии». Вот сам экземпляр этой книги тоже является уникальной такой библиографической редкостью, поскольку вот экземпляры, которые хранятся в центральных фотохранилищах Москвы и Ленинграда, Санкт-Петербурга, как правило, не имеют вот этой самой вставки, сравнительной таблицы. Вот вы сейчас будете иметь уникальную возможность, по окончании побродив, посмотреть вот эту самую вставку, таблицу, в которой вот проведет сравнительный анализ тюркских языков, и в количестве 56 слов там имеются именно слова на якутском языке. Ну и, конечно же, хотелось бы сказать, что для владельца в этой самой, значит, книге, в этой самой коллекции было очень дорогим и важным. Вот такой вопрос задали наши вот, директор Светлана Васильевна, когда вот они отрабатывали, значит, с ней вот как раз эту коллекцию. Она сказала, что вот если бы, конечно, я вдруг решила бы какую-то книгу себе оставить, то, конечно же, это были бы труды Радлова. Это тот самый ученый, которого она очень высочайшим образом ценит и оценивает. Тоже он имеет немецкое происхождение, и вот его книги также можно посмотреть вот в витринах. И вот это особо, получается, книги с автографами, очень интересными экслибрисами дяди и отца, также находятся в витринах. Значит, собраны также вот книги об истории Якутии, написанные в конце 19-го, начале 20 века. Конечно же, это труды Серошевского, Мака, значит, крестовое собрание Ионова, Ехлисона. Вот есть даже отчет Грибановского. Кстати, вот когда у нее была написана работа, в одном из отзывов вот, оппонент сделал замечание о том, что вот с этим трудом она, к сожалению, не знакома. И вот как мы с вами сейчас уже видим, постфактум, да, что ученая все-таки восполнила этот пробел и взяла этот источник и его изучила. И, конечно же, книги Гаврила Васильевича Ксенофонтова 20-30-х годов и большое количество книг 50-х, 60-х годов от тюркских, славянских, прибалтийских, скандинавских народов. И просто поражает изобилие, большое количество лингвистических книг и словарей тюркских народов. И надо сказать, что эти все книги, чувствуется, что отношение к ним у ученого было просто материнским, потому что
совсем практически нет книг в ветхом состоянии, в каком-то запущенном, да. Очень многие книги, которые имели обложечный тип переплета, любовный, ею под заказ, сделан такой твердый переплет. Ну, в общем, в очень хорошем таком достаточно физическом состоянии эти книги. И просто вот чувствуется, что на самом деле она подарила просто всю свою душу нам, понимаете? И представьте себе, как она почувствовала, что осталась в 4 стенах. Но вот такое стечение благоприятных обстоятельств, то, что оказывается, она как раз была в таком волнении, в тревоге большой того, что книжная коллекция, к сожалению, как же будет ее судьба, кому же она достанется и прочее, вот благоприятнейшим образом, получается, вот были решены вот там делом Светланы Васильевны и Аизы Петровны. Так что, пожалуйста, подходите после окончания, любуйтесь, смотрите, восхищайтесь, считывайте культурный код Уллы Йоханссон. И, конечно же, мы надеемся, что ее слова о том, что значит, Якутия станет одним из мировых центров науки и искусства, воплотится в должной мере вот через какое-то количество лет. Спасибо большое. First of all, many congratulations to Ulla Johansson. Прежде всего, я очень хочу поздравить вас с таким событием, как концерт. Imagine thousands of items she's able to donate. Представьте себе, что она подарила вам 1000 экземпляров. It's an achievement in her own life. Это достижение всей ее жизни. And it's also an act of tremendous generosity. И также это очень такая большая щедрость с ее стороны. And the National Library of the Sakha Republic Yakutia thanks her and honors her today. И Национальная библиотека Республики Саха благодарит и чествует ее. The library honors her and thanks her with much love and much gratitude. Национальная библиотека благодарит ее с большой любовью и с огромной благодарностью. We also extend congratulations to Aiza Petrovna. И также мы хотим выразить свои поздравления Аизе Петровне For her good work at the museum за ее прекрасную работу в музее. over so many years, И она работает там очень много лет. and for being here today as a good friend of Ms. Johansson to represent her. И за то, что она является на сегодняшний день очень близким другом Уллы Йоханссон и ее представителем. So congratulations to Ulla Johansson, Итак, мои поздравления Улле Йоханссон. and congratulations also to the National Library of the Sakha Republic. И мои поздравления вообще Национальной библиотеке. Добрый день, дорогие друзья! Все, кто имеет отношение к прекрасному человеку, Улле Йоханссон, большому, доброму человеку, доброму другу нашей республики, нашего народа Саха, и не только нашего народа, это человек мира, я так думаю. И наш небольшой вклад нашей семьи в лице моего супруга Владимира Романовича Кычкина, который помогал в издании книги Уллы Йоханссон здесь, в нашей республике, это, я думаю, небольшой наш ответ доброму, чистому человеку, преданному, избранному делу, и на поприще которого Улла Йоханссон, я думаю, открыла всему миру не только наш маленький, но гордый народ Саха, но и очень многие народы посредством раскрытия национальных исконных традиций, жизнедеятельности всех народов, с которыми дружила, общалась, это доброй души человек, женщина с большой буквы. И наш небольшой ответ от нашей семьи, от нашей республики, я думаю, не в полной мере, конечно, возместит тот огромный труд, который воплотила эта женщина в своих книгах, в своих изданиях, в своем добром отношении, открытости всему миру.
я хочу сказать, что наша библиотека, пространство нашей библиотеки, оно раскрыло свои национальные границы и сегодня стало пространством мировым, интеллектуальным и культурным. И это очень важно, потому что миссия вообще нашей национальной библиотеки, она намного сегодня должна быть шире, поскольку вообще вот эти личные коллекции, книжные личные коллекции, архивные документы, которые хранятся здесь, они, конечно, дают возможность нашей библиотеке стать одним, как я говорю, важным интеллектуальным центром России. В 1993 году в Будапеште мы с Алисой Петровной на конференции по шаманизму встретились с Улой Яхансом. И вот после этой конференции у нас лично у меня тоже сложились очень хорошие отношения. Все, что пишет Алла Павловна, очень близко по духу мне. Не только я сейчас говорю о ее научных работах, о ее интеллигентности, о ее научном мировоззрении, о ее вообще о человеке как о личности. Есть такое понятие в науке, как биография среды. И вот удивительно, что эта биография среды и символично, наверное, соединила Уллу Павловну Яхансен и нашу удивительную Алису Петровну Решетникову. Это должно было случиться, потому что это два человека, которые в своей жизни, самое главное, видят в подвижничестве. Такая подвижническая у них миссия. Вот. И то, что сегодня мы видим, эту коллекцию, которая составляет 4000 документов, это, конечно, удивительное сотрудничество, взаимодействие наших двух женщин, через призму которых мы сегодня, конечно, видим, как сказал совершенно правильно Лариса, вообще весь мир. Мне посчастливилось в субботу немножко поработать с коллекцией. Я хочу вам сказать, поделиться некоторыми своими впечатлениями об этой коллекции. Я бы назвала вообще эту коллекцию «Люди и книги», потому что мы явно видим, что все эти книги проникнуты, безусловно, любовью, во-первых, Уллы Яхансен к этим книгам, но в первую очередь к людям, которые написали эти книги. И в то же время очень важно то, что в этих многих книгах есть дарственные автографы. То есть вот эти издания с автографами, они занимают отдельную, конечно, скажем так, отдельную нишу в этой коллекции, потому что мы сразу можем говорить о том, какой был удивительный биографический мир, научно-биографический мир Уллы Павловны Яхансен. Многие книги ей дарили, но те книги приобретала она сама. И вот это очень важно, потому что вот эти книги сразу приобретают такую культурную ценность. Я не буду вам описывать, какие книги есть наиболее раритетные, какие есть наиболее ценные. Это вообще в целом космос, научный космос Уллы Яхансен, который требует отдельного анализа. Здесь можно писать много научных работ, кандидатских, докторских. Я остановлюсь на очень небольшой, скажем, такой вот сфере Улла Павловна Яхансен и Якутия. И вот здесь вот мне очень важно вот эти два шкафчика. Потом, когда уже будет время, вы, пожалуйста, подойдите, ознакомьтесь с этими двумя шкафами. Дело в том, что имя Андрея Александровича Попова, нашего очень известного ученого, очень долгое время в этнографической науке, советской этнографической науке, было таким, знаете, немножко табуированным, потому что Андрей Александрович Попов занимался религиозными верованиями в советское время, и у него была своя очень важная такая миссия, такая очень важный посыл в советской этнографии, что этнография народов Севера в первую очередь она должна быть полевой, надо собирать источники, надо ездить в экспедиции, и в первую очередь слушать голос тех людей, которые эту культуру воспроизводят. Поэтому, значит, вот как-то идеологически он был не совсем у нас, скажем так, идеологически он был как-то не совсем раскручен, скажем так, у нас в советской этнографии. Вот Улла Павловна Яхансен сделала удивительную вещь. Она после смерти Андрея Александровича, она с ним лично была знакома,
Вот она мне об этом тоже рассказывала, я тоже ученица Конскамера, поэтому очень многие какие-то моменты по Ленинградской школе этнографической мы с ней обсуждали. Вот после смерти Андрея Александровича Попова она нашла его книги в букинистических магазинах и постепенно так получилось, что она почти всю библиотеку Андрея Александровича Попова выкупила. Что я хочу сказать о том, что когда мы смотрим на библиотеку Андрея Александровича Попова, мы увидим, как развивалась интеллектуальная традиция в Якутии. Здесь очень много интересных, с ляственными надписями мы видим уже когда уже 40-е годы начинающих ученых. Это наши лингвисты Харитонов. Вот. Очень важно, что была большая переписка с Эргисом, об этом тоже есть книги с ляственными надписями. Очень важно, что Андрей Александрович работал уже в Конскамере тогда, и он, мало того, что он занимался народом на Сибири, он был очень известен в том, что для него очень важно был, как я сказала, музейный предмет и источник. Поэтому есть дарственные автографы от академика Дмитрия Константиновича Зеленина, который занимался славянской культурой. Все, наверное, ученые знают его великолепную работу по культу Акона в Сибири, Табу, запретов народа в Сибири и так далее. Они все вначале, конечно, консультировались у Андрея Александровича, потом, когда у них уже появлялись труды, они дарственной надписью дарили ему эти труды. Получается так, что у Андрея Александровича было Попова, значит, получается, что было как бы две картины мира. Одна научная, такая настоящая, истинная, где все у него брали консультации, ценили его как очень удивительного, ценного ученого, и другая, более официальная, идеологическая, где он был как-то не замечен. Вот Ула Павловна Яковлевна, собрав эту библиотеку, показывает нам вот эту историю удивительную, как Андрея Александровича Попова уважали действительно в его этнографическом отряде, скажем, ученых, и как это, к сожалению, выливалось, конечно, в биологическом. Вот видите, маленький штрих, а это люди и книги. Точно так же я могу сказать о том, что сами книги Андрея Александровича она приобрела. Это таблицы, Нанасан и так далее. Это все те книги, которые сегодня являются раритетами. Я приезжаю в Конскамеру, обычно занимаюсь в музее антропологии и этнографии. Эти книги, к сожалению, они уже не в очень хорошем качестве. Обратите внимание, насколько удивительно, бережно относится он со своими книгами. Она делает переплеты новые. Вот посмотрите, там есть очень старинные книги, того же Сталина, Ельсона и так далее. Он делает новые переплеты. Она смотрит за этими книгами, как за своими собственными детьми. У якутов есть такое представление, что он имеет три души. Душу землю, душу мать и душу воздух. Так вот, я думаю, что у Яхонтова всю свою жизнь ее воздух-душа была связана с нашим якутским традиционным миром. Я думаю, что она не печалится то, что она отдавает в свою библиотеку, потому что воздух-душа, как правило, всегда вечно находится в этом мире. Большое спасибо Марии Петровне, конечно, за то, что она сохранила эту дружбу и вывела эту дружбу совсем на другой уровень. Это уровень называется тогда, как я говорю, что это вот подвижничество, вот это такой вот, знаете, научный подвиг и Улы Яхонтовой, и нашей дорогой Раисы Петровны. Поздравим нас, что у нас сейчас такое приобретение. И моя, конечно, просьба, как человека, который связан с научным сообществом, очень бы хотелось бы, пока вы еще начали атрибуцию этих книг, чтобы ученые могли поработать, даже взять какие-то ссылочки с литературы, которая здесь представлена. То есть дайте нам возможность дышаться этим академическим воздухом библиотеки. Я здесь выступаю в трех ипостасях. Первый, как сибиряк Ула Йоханссон. Мне безмерно повезло, что я лично с ней встречался, ужинал, ночевал в ее доме. И она меня встречала как хозяйка. И что хочу сказать про Улу Йоханссон, это человек, у которого ей 90 лет, да? Но ее душа горит молодостью, можно сказать. Она водила меня к своему дому, и как у настоящего исследователя, ученого, у нее картины. И не просто там ходил, там, купил уголочки, повесил, да, красиво.
все картины, они имеют очень такой глубокий смысл, и она вот водила меня за руку и рассказывала, а там в зале стоял Мутаханов, директор этнологического института Гамбурга, и нам она рассказывала про каждую картину у себя в доме. Вот эта картина, вот я купил здесь в 60-е годы, в Иркутске и так далее, и так далее. И можно было слушать ее очень внимательно, и проходя мимо, вот тут есть словари, сзади вот стеллажа, там есть словари тюркских народов Евразии. И вообще тюркских народов, как таковых, и она такая проходит, и мимо проходит это у вас тумбы со словарями, и такая похлапывает, говорит, вот, сказал, смотри, тут у меня тюркский каганат. Полностью, да, вот полностью. И я сразу себе, так, мне тоже надо вот себе такую библиотеку, чтобы я ходил, водил своих друзей по своему дому, и говорю, у меня тюркский каганат. Цель. Второй день я был в Ахен, и до сих пор я вот, когда вспоминаю, мне дрожь идет, почему? Потому что все историки, я вижу коллеги, да, знают о том, что в Ахене есть собор, Ахенский собор, где короновался и где вообще Карл Великий, Карлус Магнус, да. И я вот лично видел его трон, и Ула Йоханссон, она не просто вот первый день она как хозяйка дома, второй день как историк. И я считаю, что это знаковый момент был. Почему? Потому что Ахенский собор был построен, в 800-е годы начинает строиться, и вы все знаете, потому что христианский мир не был еще расколот на отдельные части. То есть там не было католического мира, там православного мира. И она показывала именно вот здесь, говорит, родился Евросоюз. Именно здесь, в этом месте, Карл Великий вот, мечту, да, потому что все народы должны быть едиными. Потому что это вы знаете, потому что этот собор был построен, начал строиться в 800-е годы. То есть он, Карл Великий пригласил византийских, греческих, римских архитекторов, да, то есть это такой. Я вам советую съездить в Ахен, посмотреть, да, потрогать трон Карла Великого. И заканчивая, хочу сказать, потому что я сейчас выступаю еще во второй своей ипостаси, как замдекана по науке исторического факультета, и хочу подтвердить слова Зала Витины, да, потому что это эпохальный момент, это мы должны не просто академики, не просто ученые с большой буквы, да, а все студенты исторического факультета. Мы придем обязательно, у нас здесь работает кружок культурной антропологии, тут сидят воспитанники этого кружка, Виктория Юрьевна и Святослав Игоревич тоже съездил. И мы уже планируем, через WhatsApp мы уже переговорили о том, что обязательно мы сюда приведем первокурсников, второкурсников, тех людей, которые будут писать свои магистерские, бакалаврские сочинения. Почему? Потому что все, что вы здесь видите, это первая глава, теоретическая часть всех исторических трудов и тех научных трудов, которые, внимание, изучают современных якутов. Чтобы понять, что с нами сейчас происходит, мы должны посмотреть, что с нами происходило в те старые добрые времена. Спасибо. Васильевна, дорогие участники, что на самом деле необычайного для нас очень важного исторического события — презентация этой чудесной выставки. Дружба двух женщин делала очень много для того, чтобы состоялись очень много событий. Вы слушали молодых людей, которые стали стипендиатами, ровно так в свойственной и яркой манере рассказывала о том, как было принято решение о том, что будет выделена такая стипендия. Потом этот рассказ о том, что библиотека должна быть подарена бесплатно. И она случилась. Это такое счастье, мне кажется, не просто зародить красивую, гениальную идею, но самое главное — принять участие при жизни, что называется, когда она воплощена. И это очень большое влияние имеет для будущих поколений, тех, кто придет после нас. Я бы очень хотела пожелать Уле Павловне далеко сейчас в Кёльне, чтобы она была здорова, чтобы она была благополучна. А цветы и чувство любви и уважения в день, когда приближаются ангелы. Пожелай нашей любимой Алисе Петровне. Спасибо.